Самое главное и ценное в жизни – это семья. Сначала та, в которой ты рождаешься, а затем, которую создаешь сам. Это и компас, ведущий нас к высотам, и в то же время тихая пристань, где уютно и спокойно. Однако на протяжении жизни в любой семье могут возникать различные проблемы, а иногда и вовсе наступает кризис. И когда внутри семьи не хватает ресурсов на решение этих проблем, на помощь спешит скорая семейная помощь. В нашем районе она представлена коллективом службы семьи. Эти прекрасные женщины, имея за плечами огромный опыт работы в социальной сфере, всегда готовы ответить на самые больные вопросы, оказать разностороннюю помощь каждой ячейке общества. Расскажите нам, пожалуйста, в чем заключается ваша работа? Новое направление нашей работы – это социальное сопровождение семей. К нам в основном обращаются семьи, которые по тем или иным причинам оказались в трудной жизненной ситуации. Задача специалиста – оказать содействие этим семьям, найти совместно с этой семьей пути решения данной проблемы. Конкретно какие проблемы? Мы оказываем социальную помощь, психологическую помощь, консультативную. Мы помогаем в оформлении каких-либо документов. Специалисты сами выезжают в семьи, там уже на месте разбираемся, какая именно помощь нужна. Последние новые направления – это оказание адресной социальной помощи. То есть мы уже разрабатываем программу, в чем именно нуждается семья, и оказываем помощь. Точечно по каждой семье работаете? Точечно по каждой семье. Конкретно выезжаем в семьи, оцениваем ситуацию, семьи сами к нам обращаются. Ваши пожелания в связи с профессиональным... Пользуясь случаем, хочу пожелать успехов своим коллегам, успехов в работе, в нелегком труде, я бы хотела сказать. Ну а нашим семьям, чтобы все было благополучно, чтобы трудных жизненных ситуаций было меньше. Название центра уже говорит о том, что создан он для того, чтобы реализовывать государственную семейную политику, содействовать развитию и укреплению института семьи, ответственного родительства, установлению гармоничных внутрисемейных отношений, а также предоставлять услуги гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании. Только за прошлый год Иришевской службой семьи было обслужено более 2500 человек, которым оказано более 3200 различных услуг. Кроме того, службой проводится множество благотворительных акций, таких как «Помоги собраться в школу», «Банк вещей», «Верим в чудо, творим чудо». Свыше 1000 человек до начала пандемии провели время с пользой и весельем в ярких и веселых семейных выходных. Окончив институт, я сразу начала работать в отделе социальной защиты населения. Вот уже 19 лет я там проработала и сейчас перешла в службу семьи. Считай, вся моя трудовая деятельность посвящена социальной сфере. Ведем мы семейные клубы, которые проходят 2 раза в месяц, семейный выходной, который проходит у нас 1 раз в месяц. Тут приглашаем семьи с детьми, проводим различные такие развивающие занятия для детей, тренинги для взрослых, творческие такие мастер-классы. Всем интересно, желающих много, и всех мы приглашаем. Также ведем сайт, у нас 3 сайта: Facebook, ВКонтакте, Инстаграм. Там мы эти афиши размещаем, и все новости, которые у нас происходят в службе. Важным направлением работы службы является и психологическая поддержка семей. Удобно расположившись в уютном кабинете, можно довериться специалисту, раскрыть свою душу и вместе найти решение проблем. Много ли семей приходят к вам со своими проблемами? Да, очень много приходят. Ко мне приходят такие семьи, такие с детьми приходят. Все семьи обращаются. Ко мне много консультаций я провожу с супружескими парами на фоне развода, на фоне семейных разногласий, внутрисемейного конфликта. Утром до обеда я принимаю родителей, семьи, а после обеда у меня консультационная и профилактическая работа с детьми. Разные проблемы бывают, но в основном очень много общения с детьми. Не могут найти общий язык родители с подрастающими, и с детьми также и эти дошкольные возрасты. Очень много страхов
различные страхи, преодоление страхов различных, темноты, боязни, больницы, всяких. Также и на фоне алкоголизма тоже очень много приходит. Стараемся решить. Удается ли найти пути решения? Да, удается. Иногда бывает, даже одного занятия хватает. Вот ко мне недавно приходили тоже одна супружеская пара. Взрослые люди, уже 25 лет вместе прожившие же, тоже на фоне уже какого-то разногласия. Но мы решили этот вопрос, они мирно, дружно уехали, поблагодарили, за все спасибо. Некоторым даже некоторые подростки приходят где-то 10-12 занятий. После 10-12 занятий только ухудшение чувствуется. А некоторым уже одно занятие хватает. Таким образом, Илишевская служба семьи – это коллектив, состоящий из психолога, специалиста по социальной работе и 4 специалистов по работе с семьей. Коллектив небольшой, а задачи, которые приходится выполнять, совершенно разные. И при этом обязательно с душевной искренностью пропускать через себя чужую боль, чужие беды и как можно быстрее и эффективнее оказать помощь. Службу семьи возглавляет Татьяна Владимировна Васильева. Начинала свой путь в качестве соцработника и вот уже 18 лет жизни отданы служению социальной сфере, помогая тысячам людей. Уважаемые коллеги, друзья, сегодня мы отмечаем праздник самых добрых, самых ответственных людей, работников социальной сферы. Это люди, которые первыми принимают на себя волны людских проблем, которые в силу своих возможностей помогают решать эти проблемы. Вы посвятили себя очень важному и нужному делу – работе с людьми, которые нуждаются в помощи и поддержке. Благодаря вашей доброте и отзывчивости, чуткости и терпению, ветераны, инвалиды, многодетные семьи и все те, кто оказался в непростой жизненной ситуации, преодолевают трудности и обретают веру в собственные силы. Я искренне поздравляю вас с профессиональным праздником Днем социального работника. Пусть по протоптанной вами тропинке добра всегда идут благодарные люди. Пусть от вашего милосердия станет хоть чуточку кому-то теплее на душе. Пусть на вашем пути никогда не встречается беда, пускай только радость и удача стучатся в ваш дом. Крепкого вам здоровья и успехов! Помогать и поддерживать тех, кто ищет помощи – одна из благороднейших профессий. Хочется от души поблагодарить всех социальных работников за труд и пожелать решительности в запутанных ситуациях, душевного спокойствия, благодарности клиентов, здоровья, добра и успехов. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, телерадиокомпания «Илиш».